С минуты на минуту в 90 странах мира начнется диктант Победы. Дата проведения просветительской акции выбрана не случайно. Именно 25 апреля 1945 года, то есть ровно 80 лет назад, состоялась знаменательная встреча на Эльбе солдат и офицеров Красной Армии с союзниками по антигитлеровской коалиции. Тронный зал Башни Согласия сегодня раскрыл свои двери для участников диктанта Победы. В такой помпезной, церемониальной обстановке им предстоит отвечать на вопросы, связанные с историей Великой Отечественной войны. Среди участников – представители мэрии Магаса, именитые спортсмены и специалисты различных ведомств. Исполняющий обязанности главы города впервые будет писать диктант. В своих знаниях истории России Муса Магомедович не сомневается, но решил, что проверить их будет не лишним. К тому же поддержит масштабную историческую акцию. История у меня, предмет был очень хороший, я на отлично могу сказать. Считаю, что я знаю, примерно на 4 точно знаю историю. А в основном это школьные знания, я вам скажу, и дальше уже жизненные знания, Обычно, когда посещаешь какие-нибудь мемориальные памятники, там интересуешься, читаешь. В общем, это жизненные знания. В день проведения диктанта Победы на площадке сдачи запрещается пользоваться средствами связи, электронно-вычислительной техникой, фото, аудио и видеоаппаратурой, справочными материалами, письменными заметками и иными средствами хранения и передачи информации. Выносить с площадки бланк ответов, задания диктанта Победы, фотографировать задания диктанта Победы. Краткий инструктаж перед диктантом и, как напутственное слово, зачитанное диктором письмо летчика-штурмовика, героя Советского Союза Ширвани Костоева. За меня не волнуйтесь, мой летчик все как братья. Задание состоит из 25 вопросов. На решение дается 45 минут. Вариантов ответа несколько. Вопросы сопровождаются картинками. Например, какой советский военачальник, генерал-полковник, ставший в дальнейшем маршалом Советского Союза, является одним из непосредственных разработчиков наступательной операции, в связи с которой была учреждена данная медаль. На фото – медаль за освобождение Белграда. И 4 варианта ответов – Бирюзов, Говоров, Еременко или Кошевой. Ирина Бочалова диктант Победы пишет уже в 6-й раз. В этом году опытной участнице просветительской акции вопросы показались сложнее. На многие вопросы ответы мы знаем со школьной скамьи. По результатам прошлых лет мы набирали 98-97, было и 100 баллов. Но в этот раз вопросы посложнее, чем в прошлые года. Очень приятно помнить события тех лет. Гордимся нашими героями тех лет. Слава им, спасибо большое за победу, которую они нам подарили. Ингушетия принимает участие в акции «Диктант Победы» в 7-й раз. В прошлом году было 2500 участников. В нынешнем желающих оказалось на 1000 человек больше, около 3500. Также в этом году развернули больше площадок – 72. Во всем мире «Диктант Победы» пишут не только в учебных учреждениях и на предприятиях, но также на бортах самолетов, арктических станциях и даже на МКС. В Ингушетии самый высокий этнографический музей в мире – Башня Согласия тоже попадает в ряды необычных площадок проведения масштабной просветительской акции. С каждым годом диктант Победы становится все популярнее у жителей земного шара. Международная акция «Диктант Победы» стартовал в 2019 году. В прошлом году, в 2024 году, он собрал в себе более 2 миллионов человек. Бланки с ответами участников отправятся в Центр обработки информации, то есть специалистам, которые проверяют ЕГЭ у школьников Ингушетии, а после будут направлены на проверку в Москву. По итогам из многочисленной армии участников выберут 10 федеральных и 5 региональных победителей. Впрочем, каждый, кто решился ответить на вопросы, посвященные истории Великой Отечественной войны, и тем самым поддержал победителей той страшной и самой ожесточенной войны в мире, не может быть проигравшим. Мы внуки победителей мирового зла по имени фашизм, и история этой победы всегда должна быть в памяти нашего народа. Анастасия Шишина, Сулейман Костоев, Магас 24.